Я рада вітаць усіх, хто выпадкова ці наўмысна збіраецца скласці нам кампанію. Каманда праграмы «Наперад у мінулае» працягвае адшукваць каштоўнасці, якія не падуладныя часу і адлегласцям. Трымайцеся побач. Гэтым разам мы даехалі да вёскі Сеча, што ў некалькіх дзесятках кіламетраў ад сталіцы. І я збіраюся пазнаёміцца з гаспадыняй, што будзе нас тут сустракаць. Ну а ў мінскай студыі Юрась Вашчук у сваю чаргу пазнаёміць вас з тымі, хто завітаў у гости да яго. Добрый день! С радостью представляю вам участника телепроекта «Империя песни» на телеканале «Беларусь-2». Знакомьтесь, Александр Андреевич Ильевич. Добрый день, вось мы до вас доехали. Добрый день, вас чекали, скрываем, сустракаем. Как у наших воротах вам было весело и красиво, жилося, былося, как здоровья было много-много год. И вам так само здоровья, дякую вялікі. Што ж, сябры, хочу вам сказаць, што ўпершыню ў нашай практыцы так здарылася, што не мы знайшлі чалавека ці калектыў, а чалавек сам адшукаў нашу праграму. Так што я з радасцю вось прадстаўляю вам Клаўдія Дмітриевна. І вось раскажыце, як вы до нас потрапілі. Я гляжу вашу программу все время, каждую среду и субботу. И думаю, як это себе попасть на эту программу? А нарешті бачу телефон. Ага. Я записала этот телефон и давай звонить. Бере Юрасик, поднимает трубку. Я кажу, мне надо Оксана вечер. Я чую, говорит, Оксана, тебя зовут. Вот я и стала говорить, что я хочу попасть к вам на передачу «Наперад у минулое». Я вышиваю и спеваю, и корову держу, и свиней, и курей. И пчелов. И пчелы есть. Вот и решили вы ко мне приехать. А это ваша сябровка? А это моя сябровка, меня поддержала. Кажа, молодец, Дмитровна, что ты... Хоть и я побуду на этой программе. С великой радостью я подтримала. Стоит гора высокая, а под горою гай. Зеленый гай густесенький, не иначе, як той рай. А у том гаю чирака, як шкло вода блищить. Долиною широкою, кудись яна бяжить. Бяжить яна удоль берега, где вяжутся чаўны. Там две вербы схилилися, дежурятся яны. Что пройде краснолетейка, повеют холода, посыплется с их листейка и понясе вода. Вот такая песня. Выдатная песня. Александр, на мой взгляд, очень голосистая сегодня участница нашей программы. Своеобразная. Как вам песня? Ну, очень напоминает «Стоїть гора висока», а під горою гай. Зелений гай густесенький, неначе справді рай. До речі, ось ви нашу, кажете, ж нашу програму, там глядите кожный раз. А вы ось те песни, что вы спеваете, чули коли-нибудь там у нас? Я ни разу не чула такой песни, какие я. Поэтому я и решила попасть «Наперад у минулое». Хай же и мои песни почуют. На перу была, не упивалась, и домов ішла, не валялась. А домов ішла я в окон своих, увидал меня свекр батюшка. Ты чего, дитя, напивалась, на кого, дитя, сподівалась? На тебе, свекор, як на таточку, а на свекровку, як на мамочку. А на девера, як на братика, а на заловицу, як на сестрицу. На перо
пела, не упивалась, а я с горочка шла, шаталась. Ну, а эта песня вам не знакома, не встречалась? Нет, вот это абсолютно нет. Но тут, кстати, даже по музыкальной фразе становится понятно, что эта песня довольно такая аутентичная, то есть действительно песня с корнями, как говорится, и из далекого-далекого прошлого. На пачатку 20-го стагоддзя землі, дзе зараз знаходіцца вёска Сеча, належалі жыхарам суседняй вёскі Пярэжар. Кажуць, калі хто жаніўся ці замуж ішоў з Пярэжара, то яму ў пасаг давалі надзел зямлі. На ім будавалі хату, хлеў, разводзілі хатнюю жывёлу. Так і пачала засяляцца вёска Сеча. Мяркуецца, што і назву яна атрымала ад слова «асядаць». Гэтым разам нас гасцінна сустракае ветлівая гаспадыня, выдатная спявачка, майстрыца на ўсе рукі Клаўдія Дмітрыўна Несцяронак. Як я замуж пошла? Приехал хлопец, а я на работе ж была. Да дзяўчатам кажу, ну, гэта пэўна мой приехал. Прихожу, ну, хлопец такі незнакомый, невзрачный. Кажу, не, это не мой. Пошли на танцы. Подходит ко мне другий хлопец и каже, сёння тебе гэты хлопец пойдзе проводить. Думаю, ай, ну на что он мне? Ну лишь пошел. Як пошел, месяц походили и веселье зробили. Вот а через год, ровно через год, сына народили. Налетела, ой, 300 и голубей, сели-пали на вдовушке ганочком. Белый ганок ножичками стоптали, белый ганок крылышками услали. Выйди, выйди, молодая вдова, выйди, глянь ты за новые ворота. Шуметь, гремить, зеленая дубрава, едут, едут солдатики из войны. Твоего милого только лошадь бежит, а на лошади сяделочка висит. Под сяделочкой фуражечка лежит, под фуражечкой рубашечка лежит. Рубашечка уся кров'ю залита, як мне я ебялюсенька вымати. Як мне я сухусенька высушить, як мне я мякусенька выкатать. Вот такая была песня. Прыгожая песня, ніколі не чула. Ну, я так разумею, што пасля вайны, калі бацька загінуў, так цяжка было жыць. Цяжка было жыць. Нас 4 было. Ну, але выжылі. Усе грамотныя былі, усе паканчаўшыя хоць што. Пасля вайны нам только год было, когда мы пераехалі з Барысава ў Дзярэўню. Вот там, да, было горы. А после ягоды, молоко, соберешь ягод, молоко нальешь, пояси пошел. Нядоля, нядоля, нещастя мою, не любить свекрука имени моего. Послала молоду рано по воду, як стопну, як рукну, воду беручи, як пачу миленький, коней пасучи. Не стукай, не грукай, моя милая, я кони на пасу, воды принесу. Ой, черпай, мой милый, да тихусенько. Ой, няси, мой милый, да паўнюсенько. На балоце, што падступала амаль да самых хат вёскі Сеча, былі знойдзены залежы торфу. І вось у 1928 годзе з жыхароў навакольных вёсак была створана арцель па яго дабычы.
Першым яе старшынёю быў Сямён Крывашокі. Спярша капалі торф уручную, а пасля атрымалі 5 торфоўборачных машын. І ў 1937 годзе артель пачала называцца заводам «Чырвоны сцяг». Ну а дзякуючы нашай праграме сёння вы трапілі ў вёску Сеча у госці да Клаўдіі Дмітрыўны Несцяронак. А вось давайте цяпер хваліцца вашымі вышыванкамі. Бо гляньце на хату, тут усё вось вышыта вашымі рукамі, і іконы, і карціны, і вось і спадніца, рушнікі. Я начала сразу вышивать икону. Это первая ваша... Ну, это не я вышивала и в детстве, но это уже вот 10 год тому назад. А после тогда и пошло. И там картину бачу, то сыну бачу картину купить. И вы знаете, что я быстро вышиваю. Вот эту картину на стене я 6 недель вышивала. Ой, вот. Ну, и какая вы молодец. Большая. Я дару иконы только освященные. Всю церковку сношу. Подарила я икону первую своей подружце на день рождения. Ей было 50 лет. И она купила билетик, выиграла машину. Потом племянница моя, племянника, вернее, жонка, жили 7 годов. Ну и нема деток. И она ко мне приехала. И тоже, глядите, икона красивая. Я кажу, ай, Танечка, на тебе икону. Это было в июле. В августе моя Танечка забеременела и родила мальчика. Тячи, реченька, тячи быстрая, скочу, перескочу. Отдай, мамочка, отдай, родная, за кого я хочу. Замуж отдала и наказ дала, 7 год не приходить. А як придешь ты, дочушка моя, то выгоню с хаты. Па зразумелых прычынах мы не маем магчымасці паказаць вам увесь запісаны матэрыял цалкам. Таму пры жаданні вы можете зайсці на сайт телеканала Беларусь2.by у архіў праграмы «Наперад у мінулае». У нас в Борисовском районе есть озеро Полик. Я на Полику робила поваром. Заработок же малый был, только 420 рублей у 59-м годе. Вот. А тут приезжая вербовщик на торф вербовать. Я стала проситься, мамочка, а кажется, на торфу зарабляют по 1,5 миллиона, по 1500. Мамочка, я ж поеду, 1500 я получу. Ну что ж вы думаете, завербовалась, так я и поехала на этот торф. А после проробила на торфу, так и начальником была участка. А как переехали сюда, так я и завхозом была в детском саду. Потом пошту носила. И я почетный почтальон. Але ж вы и шнец, и жнец на людей греться. Вы там, и там побывали. Мастер на все. А всюду першая. А всюду мне хочется быть першей. Дуй пастуху дудачку на заре, отрасти травушка в серебре. Я ранним рано зоркою стану, соберу тёлошек во дворе. Привяжу торбочку я свою, люди мне хлебушка надают. Выгоню стада и на горке сяду, про тебе песенку запою. Натуральна, што вялікі ўплыў на развіццё вёскі Сеча аказала непасрэдная блізкасць чыгункі. Сяляне ў дзень капалі торф, потым вывозілі на конях, а іншы раз і насілкамі дастаўлялі на мясцовую станцыю для адпраўкі ў Мінск на піўзавод, камунарку ды камвольны камбінат. Нагадаю, што сёння мы завіталі ў вёску Сеча Пухавіцкага района у госці да Клаўдіі Дмітрыўны Несцяронак. В зеленом гаю Марыля ходила, в зеленом гаю и она заблудила. Марыля, Марыля, а чего ж ты блудишь? Хіба ж ты, Марыля, моего сына любишь? Как я не любила, я бы не блудила, я за твоим сыном в быструю речку плыла.
А за той ракою Василь сена косить, Маріля Василю дитятка приносить. Василю, Василю, возьми своего сына, коли ты не возьмешь, на прокосе кину. Первый диплом я получила второй категории. Пела я частушки. Где? Это «Играй гармонь». На районе на нашем «Играй гармонь». И пела я песню. Ну, песню я пела, конечно, вам вядомую, про ромашку. Вот. Потом получила еще один диплом. Уже тут меня стали трошки унижать. Третью категорию. Потом четвертый еще один получила. Тоже. Так вот у меня 4 дипломы. И все на спевках на этих. На выборах я пела. А я на выборы шла, думала, гадала, кого лучше выбрать мне, я сама не знала. А у всех хлопцы хороши, а сердце подсказало, кто асфальт положит нам от Рымы до вокзала. Ой, промежуток небольшой, и ямки до каменья государству проложить, это лишь мгновение. А як выберем тебе, милый наш дружочек, по асфальту бы пройти, хоть один разочек. А не бежать на меня, бабушку-старушку, депутата выбирать, это не игрушку. А надо совесть, каб имел, узнал людей заботу и каб честно выполнял всю свою работу. И у газете, дали газету мне, и там написали, депутата выбирать. Это не игрушку. О, вот. Пошла у народа ваша правда. фраза. Там, где явор крутается, спит с коренями вода, там девчина воду брала, чернявая молода. Девчиночка воду брала, хлопец коня наповал, калятые криниченьки, собі дівку сподобав. Ой, щаслива ти, дівчина, батька маті в тебе есть, двор широкий, хата нова, а что у хати все твое. Ну, Александр, как вам вот эта песня? Ну, чем-то содержанием напоминает украинскую народную, там, где ятрань круто вьется, текстом. Да, текстом, да, содержанием, в смысле, вот, смыслом. Но мелодия абсолютно другая, да? Абсолютно другая. Так, может быть, поскольку вы знаете вариант украинский, может быть, решились бы взяться и за белорусский вариант? Ну, попробовать почему бы нет, попробовать можно. Я ведаю, что ваша сяброўка складае вершы сама, так? Вы нам хотели рассказать. Ну, я вельмі люблю свое Зазер'е. Я народилася ў Зазер'і, з якога сюды прыязджаю да Клаўдіі Дмітровны і прыязджаю у клуб Сятчанскі. Ты стаіш нібы ў дзівоснай казцы, панад свіслаччу цудоўны саўгасад. Родны брат ты лешніцы і такарні, і перыжару ты родны брат. Шмат варожых ты зазнаў напасцяў і змагаўся з імі, як салдат. Ды прыйшло к табе маё Зазер'е шчасце вельмі шмат гадоў таму назад. І сягоння устраімы, як заўсёды крочым па жыцці, з маладым дырэктарам саўгаса. Рудзько у нас у тым месяцы яму было 40 гадоў. З днём нараджэння вас, дарагі наш дырэктар. Пакараем новыя рубяжы. Я ведаю, что вы можете спяваць і 3 гадзіны, як вы там спявалі, калі да вас з Інстытута культуры прыязджалі вы. Таму хачу вам падзякаваць за тое, што сустрэлі нас у сваёй хаце гасціннай. У вас тут так светла і так яскрава і вельмі цёпла на душы. А я вот дуже рада, что вы в моей хате побывали, и что мою хату покажут по телебачению. Мне кажется, что при всем при том, что и пчелы, и вышивка, и все, ну вот самое главное, что сохраняет. Это вот из поколения в поколение передается. Это сохранить тоже дорогого стоит, потому что многое все-таки утрачено. Вот, сохранились крохи какие-то, и этим надо дорожить, наверное, очень, потому что восстановить потом невозможно будет утерянное. Вось такія цудоўныя песні праспявала нам Клаўдія Дмітровна. І цяпер работа па перапрацоўцы адной з іх цалкам кладзецца на Юрася Вашчука. Я ж з вамі развітваюся да наступнага раза. Убачымся.
Друзья, мы в студии, Александр Ильевич уже у микрофона. Приступаем к записи. И есть одно пожелание по белорусскому языку. Не дзяўчына, а дзяўчына. И так, дзяўчына и нича, а чарнявая. Давайте еще попробуем. Друзья, сегодня уникальный случай. Во время нашей записи мы обучаем Александра белорусскому языку. И стоит отметить, он справляется замечательно. Мы с Юрием решили остановиться именно на этой песенке, там, «Де Явор». Вот. Мне чем она интересна, что какое-то совпадение по тексту есть небольшое, но с украинской. Вот. Но мелодия такая несложная, ритмичная. Вот. И попробуем что-нибудь из этого сотворить. По настроению, в целом тембрально все отлично. Друзья, обратите внимание, человек не имеет абсолютно никакого музыкального образования и ведь действительно хорошо поет. Не зря говорят, дело мастера боится. Юрий из такой незамысловатой вещицы сумел сотворить весьма занятную вещь. Вот такая интересная боссанова у нас получилась с Александром Ильевичем. Я же говорю вам до свидания, увидимся ровно через неделю. Там, где явор крутается, спит с коренями вода, там девчина воду брала, чернявая молода. Клавдия Дмитриевна, большое вам спасибо за то, что вы сумели сохранить и передать. Мы взяли на себя смелость показать свой вариант. Не судите нас строго. Послушайте и оцените, пожалуйста. Там, де явор крутується, спить з коренями вода, там дзяўчына воду брала, чарнявая молода, там дзяўчына воду брала, чарнявая молода, дзяўчыначка воду брала, хлопец коня напаваў, канатая крыніченькі, сада дзевку спадабаў, канатая крыніченькі, сада дзевку спадабаў. Ой, щасліва ты, дзяўчына, бацька маці ў цябе ёсць, двор шырокі, хата нова, а што ў хаце ўсё тваё? Двор шырокі, хата нова, а што ў хаце ўсё тваё? А я бедны сіраціна, стэп шырокі, то мой сват, шабля, шапка ўся радзіна, сівы конік, то мой брат, шабля, шапка ўся радзіна, сівы конік, то мой брат. Дарма, дзевка, кветкі сееш, яны ў цябе не ўзыдуць. Дарма, бацьку, маці просіш, за мяне не аддадуць. Дарма, бацьку, маці просіш,